Захотелось пить. Вспомнил я про березовый сок. Надо сходить посмотреть. Ну, больше часа, наверное, я уже, в принципе, работаю сейчас. Глянем. Что там набежало. Маловато. Уже перестал. Совсем мало, ребят. За час. Или уже перестал идти сок, или же такое дерево. Холодное. Ой. Бодрит. 3 глотка. Вообще сок не идет, вон. Капля завис и все. Не знаю. Или может на другое дерево надо. Ну или зарубок больше сделать. Ну оставлю пока. Если накапает, накапает. Если нет, так ничего страшного. Раритет висит. Ребят, в этих штанах я из армии возвращался. Афганка. Вот. Ну, годы тяжелые были. Носил одежду. Ну, блин, вон, смотрите. Штопал там спереди, сзади. Снутри там. Вот такая жизнь была. Не думайте, что все так просто было. Вот. Ну, надо, наверное, убрать это на солнце. Ищет раньше здесь. Вот там отверстие, как бы поддувало, тоже у меня раньше было. Сейчас пропенил, там кирпич поставил. А этим закрывал. Когда уходил, ночевал в избе, потом вот это на ночь я оставил, а потом убирал. Ну, старые штаны, блин. Есть что вспомнить, конечно. Тоже куда-нибудь сюда повешу. Потому что всяко разное в случаях может эта тряпка еще понадобится. Просто ветеш, так скажем. Ветеш. Где-то что-то там протереть, масло или еще, руку испачкаешь. Пускай, не надо ничего выкидывать. Просто пускай висит. В свое время эти штаны еще понадобятся. Смотрите, какой из крепкого материала. Все-таки в армии материал крепкий. Спецодежда. Ты купишь на рынке, там, скажем, на рынке спецодежду, и в армии разница в материале очень большая. Ну, раньше было, сейчас не знаю. Вот. Такие дела. Все. Я там в туалете там ремонт немножко сделал. Как немножко там под пол правил. Там пол как бы скосилось. Сам туалет уже, ну, на ладан дышит уже. Уходит просто в лес. Потом упор такой из бревен. Ну, здесь гнилые бревна лежали вот тут. Туда поставил. Хоть еще годик второй простоит, и то ладно. Не надо ремонтировать. Ну, просто вот так. Такой упор. Из гнилых бревен. Дровышки заготовил. Здесь территория убрана. Все, сейчас уже буду отдыхать. Пообедаю, во-первых. Во-вторых, просто полежу. Потолок буду глядеть, лежать. У меня двери открыты. Слышно, как птицы поют. Очень хорошо слышно. И буду ждать вечера. Сейчас уже, наверное, 2 часа дня по солнцу. Примерно вот так. Вот. Вода немножко, вот столечко, она поднялась с утра, вот во сколько я приехал. После 9 я приехал сюда. Но сегодня не стал спешить. Я сходил с утра в магазин, свежий хлеб купил. Обычно я ночью выезжаю, рано утром. Сегодня очень, спешить мне некуда. Вон вода чуть-чуть, потихоньку.
Вот, теперь понятно, почему, скажем, всю зиму у нас снег был. Думали потоп. Все. Село плюет, города будут тонуть. Но вот когда глубокий снег, видите как. Холодная весна. И потихоньку снег таял, и большой воды нету. Просто своей чередой идет и все. Ну, может быть, еще поднимется, до сюда может поднимется, но в данный момент вот такая картина. Уровень держит река. Где-то половина, наверное, высоты вода от летнего уровня поднялась. Ну, я имею в виду. Здесь, наверное, 4 метра до реки, уровня реки летней. Хорошо. Слышите птиц? Вот сейчас сосны позеленели, ярко-зеленые становятся. Зимой они как-то тусклые. Я показывал на зимнем походе, когда по волчьим следам я ходил, искать волчьи следы. Тогда вот я показывал сосны вообще, какие это пасмурные, а сейчас вот зелено становится. Надо посмотреть побеги там, выходят, нет. Давайте посмотрим сразу же. Фу. Пока не вижу. Чуть-чуть, наверное, рано все-таки. Ну, скоро. И туда сходить. На опушке более лучше греет там. А выходят уже, да. Так что через пару дней уже можно собирать. Вон они, лекарства, вот. Вон они, лекарства. Я смело могу есть это. Не отравитесь. Ой, как лекарственные они, ребята. Всем рекомендую обязательно. На водке настойку делаете и от горла. Горло лечит офигеть как. Начал там что-то рассказывать, у меня сел аккумулятор. Ну, быстро разряжается. Не знаю, зарядку взял или нет. А вот она. Чего только нету у меня. Все есть. Так, давно не пользовался. Вот этот пауэрбанк у меня 20 тысяч, наверное. 20 тысяч миллиампер. Все. Так я заряжаю. Сейчас тоже вот покупал вот этот аккумулятор новый и зарядка вместе. Первый раз зарядкой пользуюсь. Запасной у меня дома еще такой есть. Вот для съемки. О, даже так. Интересно, включился, ребят. Я думал, он не работает. Сперва середину вставил, середина загорелась. Остальные не горят. Оказывается, сперва надо переднее, второе, третье поочередно. Интересный какой-то. Своими причудами. Вот. Ну это еще у меня. И тут еще у меня два пауэрбанка. Вот. 2, 3, 50 тысяч миллиампер, 50 тысяч, 20 тысяч, 10 тысяч и еще 8 тысяч. Нормально. Хватит нам. На этот поход точно хватит. Так, сейчас время глянем. О, 14:25. 14 часов 25 минут, 11 число. 11 мая. Так, ладно, будем завтракать. Ой, обедать. Обед-то заслужили уже.
Будем пробовать, ребят. Супец из новых консервов. Нормально. Вкусно. Обычный супец. Прикуску лук. Надо термос помыть. Ну и до 7 часов вечера, в принципе, да можно и до 6. Можно так. Просто поспать. Потому что сейчас толку ходить я вообще не вижу. Чисто если только поход по лесу. А вечером, может, утки будут летать. И может еще эти вальшнепы будут летать. Вот мне хочется по вальшнепу сегодня побродить. Вот. А сейчас я выдаю. Вкусно. Короче, 5 часов 45 минут. Ох, жара. Будильник сделал на 18:00. Сейчас 17:46. Будильник выключаем. Фу, жарко становилось. Вообще. Сейчас, наверное, там все дрова, наверное, сгорели. Подкинуть по-новому надо. Ой, сперва чай попить. Сейчас глянем, что тут. Тут еще дрова есть. Там еще есть дрова. Простыня. Смотрите, солнце за облаками. Какая-то интересная облака. Надо поставить чайник. Сейчас я пью чай. Немножко остыло. И вскипятить чай. И уже надо собираться на охоту. Надо сходить на охоту. Быстро-быстро скипячу, чтобы полный чайник у меня был на печи. И на охоту. Или просто поход получится, как получится. Послушаю пение птиц, поброжу пешком. На лодку гонять неохота, вообще интереса нету. Просто хочется побродить, чтобы я устал. Примерно так. Ну, вода немного прибыла. Примерно 5 сантиметров за целый день. Вот этот уровень, что сейчас вот этот уровень прошлогодний. В прошлом году именно такой уровень был. Сегодня с Лёшкой виделся, который возле реки живет.
пообщался с ним, когда выезжал. И он так сказал, что вот этот уровень был в прошлом году. Обалдеть. Воздух какой-то приятный сегодня. Сейчас чуть-чуть прохладный. Чувствуется небольшая прохлада. И облачно стало. Как будто, ну вот, блин, на пожарах вот так вот все выглядит. Смог ли, как называется. Большая вода страшная вещь, конечно. Но пена идет. Это говорит о том, что где-то снег тает, там идет вода. Так громко птицы поют. Ребят, я сейчас включу вот этот микрофон, который я купил с Алиэкспресс. Но я уже один раз включал. Я сейчас это включу и оставлю вот на этом столике. И просто пусть пишет. Ну, хоть 5 минут или сколько там. Без моих комментариев, без ничего. Просто звук природы хочу я оставить, пусть пишет. И, как сказать, будет ли отличие звука. Вот сейчас вот без микрофона, без этого. И сейчас включу и поставлю. И оставлю, пусть пишет вот это все. Как птицы поют. Все, теперь я включил с этим микрофоном. Уже как бы микрофон этот здесь просто вот я оставлю. Поставлю и пусть пишет. А я пошел на избу. Минут 5 пускай так будет. Интересный звук. Мне самому интересно послушать, как будет писать.
возле избы. Не знаю, какой звук. Подхожу. Сейчас послушаем вообще, как там записал. Вот я уже рядом. Птицы кругом поют. Ну вот, ребят, немножко оставил там камеру, чтобы записала с микрофоном. Надеюсь, погромче там звук получше получился. Я там посидел, съел 2 тарелки супа снова. Все, я отужинал. Сегодня уж больше ужинать не стану. Наелся. Ну там еще осталось на завтра. А завтракать буду этим супом. И еще вон туман. Ой, туман говорю. Этот, как его, дым завис. Там такой потолок образовалось. Вон, дымит печка. Там еще надо подкинуть дрова. Ну, примерно так. Вот так провел я день сегодня. Да и, в принципе, надо уметь отдыхать. Хотя приезжаешь, все время надо делать. Немножко мусор тут осталось у меня. Постепенно сжигаю отсюда мусор. Вот. Дождусь, пока закипит чай, и надо уже собираться. Солнце за облаками.